Здравствуйте, дорогие зрители! И вновь на ваших экранах я, ворона Клеопатра. Я хочу поздравить вас с прекрасной осенью, Извините. Здравствуйте, ребята. Чего опаздываешь? Опоздал. Ой, ну ладно. И сегодня он меня перебил. Я мысль потеряла мысль у тебя. Что хотел. А я хотела вам прочитать сказку «Жар-птица». Кто автор? Алексей Толстой. Да. Русская народная сказка «Жар-птица» в обработке Алексея Толстого. Внимательно слушай. У царевны Марьяны была нянька Дарья. Пошла Дарья на базар, купила кинореечную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает: нянька, а как птицу зовут? Кинореечная. А почему? Потому что конопляное семя ест. А где ее дом? На солнышке. А зачем она ко мне прилетела? Чтобы тебе песни петь, чтобы ты не плакала. А если заплачу? Птичка хвостом тряхнет и улетит. жалко стал царевне с птичкой расстаться. Глаза Марьяна потерла и заплакала. А птичка хвостом тряхнула, открыла клетку, шмык за окно и улетела. Принялась Дарья царевне Марьяне глаза фартуком вытирать и говорит: Не плачь, не плачь. Я сбегу, великана Веньку позову. Он птичку нам поймает. Пришел высокий великан Венька о 4 глазах. 2 глаза видно, а 2 не видно. Постоял Венька и говорит: я есть хочу. Принесла ему Дарья горшок каши. Великан кашу съел, горшок съел, нашел нянькины башмаки и башмаки съел. Такой был голодный, рот вытер и убежал. Прибегает великан в Марьянин сад, а в саду на яблоне кинореечная птичка сидит и клюет красные яблоки. Великан и думает, что ему сначала схватить, яблоко или птичку. И пока думал, явился лютый медведь и говорит: Ты зачем кинореечную птичку ловишь? Я тебя съем. И стал медведь лапой землю скрести. Великан испугался, сел на дом и ноги поджал. А птичка шмык в кусты и улетел на озеро. Огорчился великан и принялся думать, как ему медведя перехитрить. Придумал. Нарочно испугался и закричал: Ой, рыжий бык бежит. Ой-ой-ой, боюсь. Медведь одного только рыжего быка и боялся на свете. Сейчас же лег на бок и морду в кусты засунул, спрятался. А великан с крыши слез и к озеру побежал. Озеро было длинное, не перейти. А на той стороне на ветке птичка сидит. Великан был догадливый. Сейчас же лег на берег и стал озеро пить. Пил и выпил все озеро вместе с лягушками. Встал на четвереньки и побежал за птичкой по сухому дну. А птичка дальше, в темный лес улетела. Неудобно великану по лесу идти. Деревья за подмышки сдевают, озеро в животе с лягушками плещется, и настает темный вечер. По вечерам лягушки квакать привыкли, и принялись они в животе у великана громко квакать. Великан испугался, стал аиста звать. Проснулся белый аист. Стоял он на одной ноге на сухом пеньке, глаза протер, подождал, пока луна взойдет, чтобы видней было. Подлетел к великану и говорит: Раскрой рот! Великан раскрыл рот, аист туда голову сунул, поймал лягушонка и проглотил. Тогда кричит из живота лягушиный царь: Прогони белого аиста, я тебе сундучок подарю. Без него птички не поймаешь. Великан знал, что лягушиный царь честный, рот закрыл и говорит: Уходи, белый аист, чай уже наелся. А лягушиный царь вылез в великана в рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил: В сундуке туча, с одного краю молния, с другого дождик. Сначала погрозись, потом открывай.
птица сама поймает. Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за кинаречной птичкой. А птичка через темный овраг летит, и через высокую гору. И великан через овраг лезет, и на гору бежит, пыхтит. До того устал, и язык высунул. И птичка язык высунула. Великан и кричит птичке: Царевна Марьяна приказала тебя поймать. Остановись, а то сундук открою. Ой. И послушалась птичка великана, только ногой по ветке топнула. Тогда великан открыл сундучок. Вылетела из сундучка сизая туча, кинулась к птичке и заворчала. Испугалась птичка, закричала жалобно и метнулась в кусты. И туча в кусты полезла. Птичка под корень, и туча под корень. Взвелась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом и ударила птичку молнией. Трах! Перевернулась птичка, посыпались с нее кинаречные перья, и вдруг выросли у птицы 6 золотых крыльев и павлиний хвост. Пошел от птицы яркий свет по всему лесу. Зашумели деревья, проснулись птицы. Ночные русалки с берега в воду попрыгали, и закричали звери на разные голоса. Жар-птица! 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 А туча напыжилась и облила жар-птицу мокрым дождем. Замочил дождик золотые крылья жар-птицы и павлиний хвост. Сложила она мокрые крылья и упала в густую траву. И стало темно, ничего не видно. Великан в траве пошарил, схватил жар-птицу, сунул за пазуху и побежал к царевне Марьяне. Царевна Марьяна привередничала, губы надула сковородником, пальцы растопырила и хныкала. Я, нянька, без кинаречной птички спать не хочу. Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар-птицу. И в комнате стало светло, как днем. Жар-птица за пазуху великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела. Я медведя не боюсь, от лисы я схоронюсь, улечу я от орла, не догонится в 2 крыла, а боюсь я только слез, ночи дождика и роз, и от них умчуся я за леса и за моря. Свету солнца я сестрица, и зовут меня Жар-птица. Спела жар-птица, потом сделала страшные глаза и говорит: Вот что, никогда, Марьяна, не хныкай. Слушайся няньку Дарью, тогда я каждую ночь буду к тебе прилетать, петь песни, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки. Затрещала крыльями жар-птица и улетела. Кинулась Дарья опять за великаном, а великан спал в саду. Одна нога в пруду, другая на крыше, а в животе лягушки квакали. Царевна же Марьяна больше плакать не стала, глазки закрыла и заснула. Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней жар-птица, садиться на кровать и рассказывать сказки. Ой, какая хорошая сказка. Еще бы, я плохих не приношу. Ну, давай прощаться. Давай. Спокойной ночи.